Олонхо театра. Первая совместная работа — запись детской аудиокниги, посвященной столетию писателя Сафрона Данилова «Эге кыз уанна эргачабычах». В феврале из-за эпид-обстановки запланированные показы были переведены в онлайн-формат. Зрители посмотрели на нашем официальном сайте спектакли «Кыз дебилие» или «Болбуттюль», «Күн эрили» и «Бесанахтах бейберикен эмерсин». Также в режиме онлайн организовали лекцию Виктора Стручкова «Күн жыл камытын сахалы анары». Валентин Исаков принял участие в районном мероприятии в селе Саскалах Анабарского национального улуса «Анабыр олонкотун уетити». В День родного языка и письменности совместно с Саха-академическим театром подготовили концерт «Алам Патаптала» в эфире НВК «Саха». Артисты исполнили лирические песни на стихи одного из основоположников и классиков якутской литературы, первого директора Саха-театра анимпадиста Ивановича Сафронова Алампа, на музыку главного режиссера Саха-театра, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия Руслана Тараховского. А в День народного мастера Республики Саха-Якутия приняли участие в традиционном шествии в национальной одежде. После снятия ограничений состоялись стационарные показы спектаклей «Саха Джахталларын метереттере», «Күн эрили», «Кыз дебилие». Особым событием стала долгожданная премьера спектакля по Олонхо Михаила Шараборина-Кумарова «Улу Дарын» в постановке Марии Марковой. Премьера шла 4 дня. Зрители восторженно приняли спектакль. Мы получили массу хороших отзывов о возросшем мастерстве игры артистов, сценографии и костюмов. Провели ежегодные республиканские фестивали в онлайн-формате «Арайбильде», «Öbüge быстыбат сетиме», «Саха Үнкюде» и в офлайн-режиме «Олонхо дойдутун оготобун». Полным ходом идет подготовка к ИСЭХу Олонхо 2022. Планомерная работа организационного комитета, проведение национально-практических конференций. Второй квартал начался с показов спектакля «Кыз дебилие» и детских спектаклей «Күн эрили», «Кыталыкко». С целью продвижения всероссийской программы «Пушкинская карта» провели онлайн-семинар «Пушкинская карта» и прокультура.рф. Ко Дню Республики Саха-Якутия приняли участие в мероприятиях, посвященных столетию образования ИАССР. Открытие мультимедийных экспозиций современной истории Якутии «Путь Эллея. Геокультурные образы» на базе исторического парка «Россия. Моя история». В праздничном шествии, всеобщем республиканском осохе на Комсомольской площади, где в числе запевал выступили Дмитрий Иванов, Анастасия Алексеева, Павел Колесов, и театрализованном представлении «И они продолжили творение мира» «Эллей Эхебит Сагаттан» в Центре спортивной подготовки «Триумф» «Өрөгөй». Также активно участвовали в ежегодных календарных праздниках. Международный день музея в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия провели презентацию реконструкции женских украшений XIX века. День Сайлыка в Республике Саха-Якутия подготовили телепередачу «Сайлыкка көхү» Ие Алгыга, в котором Степанида Борисова исполнила Ие Алгыга на стихи народного поэта Ивана Гоголева «Кындыл». Приняли участие со спектаклем «Сон шамана» на научно-практическом симпозиуме, посвященном 145-летию Алексея Елисеевича Кулаковского в селе Качекацы Хангаласского улуса. Организовали и приняли участие на открытии 15-го юбилейного ИСЭХа Олонхо в селе Верхневилюйск. Также в рамках ИСЭХа состоялся премьерный показ нашего спектакля «Хардаччы Берген» по мотивам Олонхо Андрея Титарова. С 22 по 26 июня в городе Якутске состоялся первый конгресс национальных театров России. А в рамках проведения ИСЭХа Туймады организовали и провели культурную программу «Тюгюльге» якутской топливно-энергетической компании «ЕТЭК». Завершающим аккордом первого полугодия 2022 года стала организация и участие в 4-м международном фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Мастер-классы, творческие встречи, участие в гала-концерте. С 1 июля по 5 сентября творческий состав театра находится в отпуске. Пожелаем им приятного отдыха.